На Западе многие банки предоставляют услуги территориально и могут заблокировать карту в случае снятия денежных средств в местах, отличных от вашего обычного местоположения. В России это менее распространено, однако некоторые банки имеют свои представительства в других странах. Подробная информация о партнерах и отделениях вашего банка будет очень кстати при утере или блокировке карты. Стоит уточните порядок действий в том или ином неприятном. Перед поездкой проведите своеобразный аудит бумажника или кошелька. Запишите перечень его содержимого на отдельном листе бумаги и положите в надежное место. Номера банковских карт записывать не стоит, а вот телефоны и горячие линии банка нужно записать вместе с остальным содержимым. Все это может потребоваться при разбирательствах в полиции в случае кражи или утери кошелька, а также при необходимости заблокировать карту по телефону. Путешествуйте налегке. Берите с собой только те кредитные карты, визитки и чеки, которые точно будут использоваться в поездке. Пригодится в кошельке и копия медицинской страховки с краткой информацией о прививках, группе крови и непереносимых препаратах. Если вы путешествуете с дебетовой, зарплатной, картой, будьте очень осторожны. Лучше хранить ее в сейфе отеля и использовать только в экстренных случаях, поскольку она дает прямой доступ к расчетному счету. Это позволяет проводить некоторые операции без запроса пароля. Поэтому для повседневного использования стоит завести отдельную карту. К сожалению, наличные деньги имеют свойство заканчиваться, сколько бы их ни было с собой. Но пользоваться банкоматами слишком часто не рекомендуется. За снятие наличных банковладелец банкомата будет брать существенную комиссию. Кроме этого, есть риск нарваться на поддельный банкомат или устройство, считывающие пароли данной карты. Избежать этого, хотя и не со стопроцентной гарантией, позволит использование заведомо проверенных банкоматов в крупных отделениях банков, гостиниц или аэропорту. Для дополнительной уверенности